солнечная, пойдем гулять? Да, солнечно сегодня. Можно, пожалуй, прогуляться. Ты тогда иди умывайся скорее и пойдем на улицу. Может, как-нибудь без умывания? А то так неохота. Я пойду сейчас оденусь и пойдем, а? Это как это без умывания? Если ты не будешь умываться по утрам, то придет какой-нибудь вумурт и заберет тебя в свое болотное царство. Какой такой вумурт? А это удмуртский водяной. Злой дух, хитрый и опасный. Его лучше не сердить. Ладно, убедила. Пойду умоюсь на всякий случай. А если вумурт все-таки придет ко мне, как мне от него спасаться? А об этом ты узнаешь из сказки. Я книжку с собой возьму. А, хорошо. Давай, рассказывай про вумурта. И, пожалуй, во всех подробностях. А то я, кажется, теперь его боюсь. Вот и зря. Когда ты послушаешь сказку, ты поймешь, что и его можно победить. Ну, конечно, только если умываться по утрам и вечерам. Да-да, я поняла. Давай, читай скорее. Да читаю. Сказка называется «Девушка и вумурт». Жила-была девушка по имени Анна, и отправилась она как-то на мельницу муку молоть. Хоть и не поздно приехала, а много других помольцев там уже было. Привязала она свою старенькую лошадку к дереву и стала ждать, когда очередь ее подойдет. Да от скуки песни начала петь. Не успела песню закончить, видит, идет к ней высокий человек. Обидел кто тебя, красавица? Да нет, никто не обижал. Стою, жду очередь муку молоть. Да и за лошадь свою переживаю. Стара она стала, целый день сегодня на ногах. Выдержит ли обратный путь домой? Лошадей, значит, любишь? Да кто ж их не любит? Да только не у каждого они есть. Вот и моей скоро не станет. Знаю я одно местечко, где за день работы хозяин лошадь на выбор дает, а лошади одна краше другой. Да где же это? Ты зажмурь-ка покрепче глазки, скажу. Послушалась девушка, зажмурила глаза на один миг. Открывает, а перед нею не мельница уже, а красивый дом стоит. Никогда Анна такого дома не видела. Тут-то и смекнула она, что попала к вумурту. Ты пока спать ложись, а утром поедешь в лес за дровами. Выйдешь после восхода солнца. Лошадей не корми, да и сама их запряжешь, они вон там у меня в стойле стоят. И пока в лес не приедешь, кнутом их и бей. Дела. Девушка очень устала за день и уснула, не донеся голову до подушки. И приснился ей чудный сон. Помоги нам! Помоги нам! Сколдуй! Накорми нас до захода солнца! Сколдуй! Ударь кнутом о землю, и спадет заклятие. Проснулась Анна. На дворе ночь еще, а сон к ней больше не идет. Вспомнила она наказ вумурта, да решила ослушаться его. Прокралась девушка в конюшню, накормила лошадей, щелкнула кнутом, и вдруг превратились лошади в девушек. Спасибо тебе, помогла ты нам. Злой вумурт обманом затащил нас к себе и превратил в лошадей. Еще чуть-чуть, и он бы тебя в лошадь превратил. Скорее бежим отсюда, я знаю дорогу до деревни. Побежали девушки к деревне и стали жить там названными сестрами. Что это, конец? А вумурт, значит, не догнал? Нет, когда он проснулся, они были уже далеко. Ну тогда он не такой уж и страшный, если от него можно так легко убежать. Но это просто девушки были смелые и находчивые. Если ты будешь такой же, как они, то тогда тебе никакие вумурты не страшны.
Слушай, Лад, холодно уже что-то стало. Может, домой пойдем? Ага, пошли. Я тоже немножко замерзла. Тем более, а новую сказку дома почитаем. До следующей сказки!